Команда волонтеров из Коми завершила двухнедельную гуманитарную миссию в ДНР и Ростовскую область. 12 представителей молодежного крыла Народного фронта вернулись в Сыктывкар из командировки. 2 недели они работали на гуманитарном складе «Все для победы» в Ростове-на-Дону, а также выезжали в Мариуполь и другие населенные пункты для адресной помощи местным жителям. Любовь Лапина расскажет подробнее. Разгрузили и загрузили 50 тонн продуктов и вещей, сформировали около 3000 наборов с гуманитарной помощью, подготовили 20 коробок с одеждой для людей, проживающих в пунктах временного размещения. Это лишь часть из того, что сделали представители молодежного крыла Народного фронта на гуманитарном складе в Ростове-на-Дону. За 2 недели работы они помогли принять и отправить на маршруты 16 фур с грузом. Команда. Часть команды, часть корабля. Давайте 5. А это уже Мариуполь. Здесь ребята из Коми разделились на 2 команды. Первая провела субботник у местного поселкового совета. Вторая привела в порядок территорию детской площадки. Она серьезно пострадала во время обстрелов. Сегодня ребята из молодежного крыла Народного фронта Республики Коми помогли нам навести порядок на детской площадке. Это детская площадка нашего поселка, которая пострадала во время обстрелов. И здесь поломаны качели, есть повреждения на детских горках. Ребята помогли вынести мусор, убрать листья, подрезать ветки на зарослях деревьев. Спасибо вам большое. Помогли добровольцы подготовить стадион «Азовец» к дальнейшему размещению на его базе штаба гуманитарной помощи. Пообщались с жителями Мариуполя. Они рассказали, как пережили бомбежки ВСУ и как налаживают жизнь сегодня. Посетили добровольцы и аллею волонтеров в Приморском парке Мариуполя. Здесь рассказываются истории добровольцев с начала спецопераций, помогающих мирным жителям новых регионов и российским военнослужащим. Они восстанавливают город и исторические памятники, работают в госпиталях и оказывают психологическую поддержку, помогают строить жилые дома. Первое, что было при поездке в Мариуполь, это руины Азовстали и окраина города. Все было разрушено. Но в центре уже ведутся восстановительные работы круглые сутки. И если сравнивать с тем, что было летом и сейчас, то большой прогресс был. Несколько дней ребята провели в городе Шахты. Здесь они помогали местным жителям, в том числе семьям мобилизованных. Муж Марины отправился на фронт в сентябре прошлого года. Сама она многодетная мама, воспитывает 3 детей. Младшей дочке недавно исполнилось 4 месяца. Помощь по хозяйству сейчас женщине просто необходима. К сожалению, нету ни сил, ни возможности чем-либо заниматься дома. Огромная благодарность. Ребята откликнулись, приехали толпой, разнесли мне полностью весь мой хлам, куда только можно. Все убрали, и землю у меня после выкопки ямы, огромная гора лежала. Они веды носили все это, тягали в конец огорода, мусор убирали. Щебенку за двором, перед двором все расчистили, все поубирали. Спасибо огромное. Я бы этим занималась бы как минимум полгода, если бы руки дошли бы хотя бы. С собой участники гуманитарной миссии привезли 420 комплектов сухих душей, которые изготовили сами. Гигиенические наборы они передали через бойца подразделения «Сомали» с позывным «Рамзес». С ним молодые люди познакомились еще летом на Всероссийском тактико-стратегическом форуме «Рубеж». Навестили и бойцов, которые сейчас проходят лечение в больницах. А после было прощание с местным штабом Народного фронта. Отпускать наших ребят в Ростове-на-Дону совсем не хотели. Я из полкома Народного фронта в Ростовской области вас всех благодарю. Честно скажу, что мы только давайте так договоримся, что вы другой молодежке, чтобы не переживали. Мне мои сотрудники говорят о том, что данная группировка молодежки – это лучшие ребята, которые приезжали и в плане отношения к работе, в плане просто сказали, что делать, да, вы сами взяли, проявляли инициативу, и все, я думаю, что все-таки, несмотря на то, что каждая группировка молодежки все время говорит о том, что нам хотелось бы еще вернуться, Дим, мы обязаны этих ребят вернуть как-нибудь, чтобы они к нам приехали. С марта 2023 года группы волонтеров молодежного крыла Народного фронта из разных регионов страны регулярно участвуют в гуманитарной миссии. Активисты сменяют друг друга каждые 2 недели. Волонтерская команда из Коми уже 13-я группа в этом году. На смену нашим ребятам приехали волонтеры из Смоленской области. Любовь Лапина, телеканал Юрган.